Добрый день, дорогие телезрители. Снова я за старое. Я Дмитрий Аргунов и обращаюсь Это к вот членам моего фан-клуба, который видео зажигания идет. обвиняет меня в некомпетентности. Что-то Я на самом электроники, деле потому что водить я средства до малой до вот механизированной причины не увидел. тяги не могу. Конструктивного Сегодня фидбэку. за меня это сделают другие абсолютно ребята. Я вот указываю, открывай, пожалуйста, знатный любитель малой механизации Анатолий Кириллин, АК «Чайка», и руководитель проекта «Батрак» Геннадий Бубенчиков, резидент нашего дрожайшего технопарка. На самом деле очень прикольно, а об этом мы поподробнее остановимся, почему Геннадию прикольно находиться именно в технопарке. И на самом деле я как человек, который владеет 6 сотками собственной земли и так далее, да, я очень люблю рабство, я очень люблю рабов, таких не живых, конечно, но хотя живые тоже есть, понимаете. Есть пчелы, которые сами себя поят, кормят, сами себя выдаивают, приносят, фасуют продукты. Пчелы — это мини-рабы, которые... Один мой знакомый пчеловод говорил, если бы крупнорогатый скот вел себя так, как пчелы, да, ты Тогда представь, сами себя доят, поят, кормят, фасуют продукт. Ну, вообще лепота было бы. А рабы в смысле помощники, батраки, такие в виде малой механизированной техники, которая представлена вот данным образцом. Смею вас уверить, проект довольно э, малоизвестный, об этом знают руководство республики, к примеру. Эта презентация была на Сколково, так же? Да, мы в этом году выступали еще в Сколково. Да, это был стартап Village 25 мая. И Арсений Сергеевич нас посетил и посидел, и порулил, и оценил довольно положительно. Я думаю, у нас с этим проектом будет большое будущее. О, вот за что я люблю резидентов технопарка, вот за этот вот оптимизм. На самом деле, еще раз, давайте мы остановимся поподробнее на характеристиках, потом пойдем, что называется, встанем на тернистый блогерский путь, будем копать все узлы и детали. Да? Характеристики. А, Масса, мощность, бла-бла-бла. Да, мощность двигателя 15 лошадиных сил, Мгм. полноприводный, 4 на 4, то есть он, Мосты. да, грязь, песок идет довольно хорошо, Мгм. очень легко, просто. Мосты у нас вазовские, коробка передач вазовская, рулевой редуктор вазовский, он на 90% состоит из российских комплектующих. Мгм. Да, из импортного только у нас двигатель, некоторые элементы гидравлики и шины. Мгм. Да, остальное все российское, ремонтопригодно. Все это делается без специализированных каких-то автосервисов, каких-то ключей специальных, ничего такого не нужно. Все делается своими руками в полевых условиях. То есть, Толя, дай тебе комплект ключей, ты, в принципе, можешь вот эту вот штуку разобрать и собрать, да? ну, как я увидел, да, в принципе, да. Можно. То есть А. для человека, который, скажем так, более-менее сведущ, а я уверен, что коллеги Анатолия, которые в фермерских хозяйствах и так далее, они, будьте спокойны, синтай разберутся, берут с закрытыми глазами. Так что, ну, об этом чуть попозже. Но приступаем, скажем так, к осмотру. Геннадий, а вообще как пришла идея того, что нужно делать вот такой вот мини, ну, не трактор, погрузчик же, да, назовем? Да, он мини-погрузчик. Ну, как обычно, банально, переезжаешь из квартиры в частный сектор, и вместе с романтикой, к которой ты стремился, приходят и такие задачи, как почистить снег, раскидать песок, да, переместить какие-то бревна, какие-то еще груза. Но спина не железная, поэтому э, давай гуглить, что можно приобрести бюджетно. Давай смотреть квадроциклы с отвалом каким-то там, с какими-то приспособлениями, какие-то другие трактора. Но все это либо громоздко, либо очень дорого, либо в обслуживании или большой расход там топлива, ну или же переместить его там с участка там, допустим, на другой участок. Тоже проблематично, дорого, манипулятор, нужна какая-то крупная спецтехника. И мы сложили все вот эти проблемы и решили, что мы можем сделать свою версию. Мы просто начали пробовать, да, там 4 колеса, там мосты вазовские, там труба, швеллер, там давай мудрить, химичить. Вот 2 года назад он так не выглядел, он выглядел очень чопорно, Мгм. очень ненадежно, но он как-то двигался, шевелился. Ну, мы начали отрабатывать один узел, второй узел, соединение, крепление, там усиливать, здесь усиливать.
Вообще мы занимались другим проектом, да. Этот проект как был бы чисто любитель. Придаток, да? Да, он просто любительский был для себя. Ага. Мы даже не думали заниматься им как-то там, масштабироваться, продавать куда-то. Просто мы занимались для себя. И когда мы расстались с основным проектом, пришла мысль, что чем-то надо заниматься, что-то нужно масштабировать, вырасти за пределы республики. Все, мы остановились на нашем проекте и давай с ним работать очень-очень плотно. Мы наняли конструкторский отдел, который разработали нам конструкцию документацию. На основании... Серьезно, Да, то есть это были ростовские специалисты. Мгм. Да, может попозже посмотрим наши чертежи. Там все здорово так смотрится, все анимация, все красиво, там все в цвете. Все, ребята нам разработали в Ростове конструкторскую документацию. Мы на основании ее засертифицировали наш продукт, получили протокол испытаний, паспортную получили. То есть сейчас он официальная машина, безопасная. По документам он считается как сертифицированно, считается он как складской погрузчик, да, то есть нельзя на нем ездить по дорогому пользованию, на этом пока нельзя. Ну, на дачных участках-то кто с этим, скажем так? Нет, это не проблема. Причем мы решили задачу такую, что он перевозится вот на обычном прицепе. Обычный прицеп категория Б, никаких допусков не нужно. Он перемещается очень. Мы попозже продемонстрируем, да, как он заезжает. Да, это легко и просто. Перевозить можно его хоть каждый день в любом направлении, и будет это вообще не затратно. Никакой спецтехники тут не надо нанимать, никаких манипуляторов. Хорошо. Чисто хронологически. Анатолий, Да. может мы, как знатные инженеры, ознакомимся с документацией, с проектными, скажем, вещами? Геннадий, давайте мы проследуем в офис. Все-таки чисто хронологически, чтобы ребятам удобнее было монтировать, мы посмотрим документацию, и как на, скажем, БИМ или каких-то вещах выглядит вот эта вот конструкция. Из документов, Геннадий, имеется паспорт. Протокол, я, заметьте, как произношу, из испытаний, которые были произведены в Москве, да, испытательной лаборатории Ронда, и сертификат государственного образца соответствия продукции. То есть он, как складской погрузчик, проходит по всем требованиям, получается. Да? Испытания как проходили? Дали нам и протокол, и сертификат, где написано четко, что сертификат дается на серийный выпуск. Да, и прописано, что он не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования. Вот такие документации. В дальнейшем это на сегодняшний день добровольная сертификация, да, да, есть еще обязательная, да, которую нам предстоит пройти. Я думаю, мы в следующем году это сделаем, где мы еще должны будем пройти боковой удар, лобовой удар, чтобы потом... То есть это как бы вот те тесты, которые показывают YouTube. Да, это только для того нужно, чтобы выйти на дороги общего пользования, да, и регистрировать в госорганах технику, да. Анатолий, у тебя по этим цифрам никаких вопросов не возникает? Ну, пока нет, да. Пока просто хочется спросить, вот все эти бумаги, что вот дают обычному потребителю, как бы, я могу купить уже как бы соответствующий аппарат прямо сегодня, да, допустим? Прямо сегодня. Можете либо заказать, если у нас его нет в наличии, либо купить, если он есть в наличии. Вы можете не только как физлицо, а можете как фирма, как управляющая компания, вы можете любым формой перечисления нам оплатить, без разницы. На сегодняшний день у нас... По стоимости давайте мы пройдемся. Это же главное, потому что ближайший конкурент данного устройства, которое мы видели во дворе, он стоит примерно 1,3 миллиона, да? Да. Но там куча навески и так далее, самый большой плюс. Я имею в виду, Bobcat имею в виду. Да, Bobcat, ну, конечно, ему уже много лет, у них много опыта. Это же не первая их продукция, да? Это уже такая... Это серьезная техника. Серьезная техника, с ней конкурировать невозможно практически. Да. Но у нас своя ниша, мы не конкурируем с Bobcat и не планируем этого делать. У нас ниша между Bobcat и человеком. Где человеку тяжело, а Bobcat не нужен или слишком это дорого, слишком накладно, у нас есть вот такое решение, которое бюджетно, здоровье остается при вас, да? Ну, да, по спина сути, не механизированная тележка, да, которую всегда мы держим. Самоходная, самоходная, да. Да. Еще есть возможности подъема и погрузки, да?
Да, и возможностью сменного навесного оборудования. Ценник какой? На сегодняшний день от 400 тысяч рублей стоит. Внимание, от 400 тысяч рублей, потому что это очень важно для, еще раз говорю, а с учетом всех тех потенциальных возможностей, это, я думаю, заинтересует не только городских жителей, которые там снег очищают на дачном участке и так далее. Да? Ну, ладно, черт с ним с бумагами, давайте мы хотим дергать и рвать, мы хотим, а вот эту вот красивую, скажем, анимацию, которую Геннадий пришлет, мы на монтажном этапе вклиним. Там же он красиво выглядит, в зелененьком цвете и так далее. Да? Мы видим, удостоверились своими глазами, что испытания данного агрегата пройдены. Мы не, скажем так, не дяде Васе какой-то уникальный продукт, скажем. Мы же не рекламируем, мы его испытываем. Да? Мы испытываем на себе, что значит быть за рулем, ну не самодельного, а сделано в Якутии погрузчика, да, сделано в Якутии погрузчика, который сослужит, на самом деле, может сослужить очень хорошую службу. Спина человеческая очень слабое устройство. Ну все, идем на стадию. Нет, мы ознакомимся еще с цехом. В каких условиях вы, скажем так, производите вот эту вот штуку? Потому что дяденька-то большой сварщик и прочее. Посмотрим цех. Да, посмотрим цех. Давайте Всё. в цех. Ну, мы в цеху, в производственном цеху, еще раз, это льготная аренда технопарка, лежат комплектующие, да? Да, лежат комплектующие, заготовки на будущие погрузчики. Да, тут у нас лежит на 4 единицы мостов. Мы уже их обслужили, разобрали, в кислоте обработали, заново обслужили, отрезали, укоротили. Все, они уже готовы встать на новый погрузчик. Ага. Дальше Коробочки идут лежат, да? обслуженные коробки, да, отрезанная корзина, сцепление у нас ременное, корзину мы убираем. Корзина нам на самом деле при испытаниях показала отрицательный результат. Она начинает дергаться, греться, свистеть, гудеть. Корзина тут вообще лишняя. Поэтому мы перешли на ременное сцепление. Мы знаем, что в Китае есть завод, который уже более 100 лет выпускает мини-спецтехнику с ременным сцеплением. Ресурс у них такой же, как и у корзины, как у диска сцепления. Поэтому мы остановились на этом. Очень мягкий ход, плавный ход у него. Дальше мы идем. У нас элементы гидравлики лежат, шланги, насосы, штоки, уже обжатые шланги, которые готовы уже встать тоже на новые погрузчики. Рулевые, Это тоже карданы. такое. Приходится пользоваться услугами сторонних организаций, начиная там лазерная резка, да, обжатие шлангов, ну и там несколько услуг мы пользуемся подрядчиками. Ну, это нормально. Да. Тут карданы у нас лежат, из которых мы собираем, там, и из двух один кардан собираем. Из двух один? Да, из двух один приходится собирать. Ну, такая специфика образовалась. Пила ленточная Да, стоит. здесь у нас ленточная пила, очень такая супер штука, на самом деле, режет металл как масло, не надо с какими-то болгарками стоять, искрить, тем более болгарка, она режет практически всегда криво, это всегда очень ровно, точно режет. Это вообще супер станок такой. Ну, как человек, который немножко сведущий, еще раз говорю, ленточка, она вообще везде, везде норм. Прессы, сверлилка. Да, дальше у нас сверлилки, пилилки, трубогибы, профили гибы, где мы что-то сгибаем, какие-то элементы. Потихонечку мы из чопорного делаем более такой обтекаемый, облегаемый погрузчик, да, чтобы он как-то эстетику в порядок приводим. Дальше там идет сварочный стол, там будущая рама уже собирается, передняя часть мы видим. Вон там, да? Да, вон она лежит на сварочном столе. Да. А это передняя часть. Вот она Да, получается. вот передняя да? часть погрузчика. Под углом, которая. Да. Все, вот эти рога и стойка. Да. Понятно. Что мы делаем на лазерной резке? Это вот такие уши, полы вот эти вот вырезаем на лазерке. И у нас с каждым новым погрузчиком все больше и больше мы переходим на лазерную резку. Ну, я вот вижу, там элементы вообще несущего кузова лежат, да? Да, это были они. Вот эти ковш, все вот это вырезается на лазерной резке. Очень аккуратно, вот эти все отверстия, вот эти все изгибы, все это там делается. И я думаю, что на следующий год мы перейдем 90% лазерной резки у нас будет. Мы откажемся от труб, откажемся от швеллера. Все будет собираться как лего, проварено точной сваркой. Это ускорит производственный процесс сильно. И он будет эстетично выглядеть еще лучше. А на текущем этапе сколько сварных узлов, скажем так?
Сварных узлов? Море, да? Море. Нереально много. Это варится около 2 недель. Ну вот, допустим, именно вот на такой технике, да, не стоит задача облегчить конструкцию. Я так понимаю, да? Нет. Потому что я, насколько с ними сталкивался, Ага. всегда не хватает его мышечной массы, ну, допустим, Веса? да? Да. Для чтобы, допустим, с ковшом работать, Мгм. всегда не хватает мышечной массы. Ну да. Ну Либо и он поэтому- соскальзывает, либо да, он либо он, да, переворачивается. переворачивается. На синтаях же вот на колесах ставят блины утяжелители, которые Мгм. там килограмм по 80, по-моему. Да. Мгм. Стоит их снять, и он начинает проскальзывать. Ну, да. Пока здесь у нас такой Ну, задача облегчить ну, сильно. синтай, я так слышал, все время проваривают его, прежде чем использовать, да? Купили, там усиливают, что-то проваривают. В Ютубе этих видео Да, нереально много, полно. где там все это усиливается, а потом вешаются какие-то блины, там противовесы. Там очень некачественный чугун, кстати. Ну, видимо, это так. Да, На но синтаях? на синтаях там и уши отрываются, вот чугунные, лопаются. Ну, мы, как всегда, нереально его перегружаем, конечно. Вот А чтобы... с другой стороны, что купишь, да? Да. Если не синтай, что купишь? Нету вариантов. Другого варианта Да. Другого варианта пока нет, да? Пока нет, пока нет, но я уверен, что Геннадий Бубенчиков скоро справится с проблемой интеграции, и Батрак заменит, с успехом может заменить, кстати, еще раз говорю, при его очень конкурентоспособной цене малую механизацию на сельскохугодиях. Да. Вот это будет прорыв, вот это будет на самом деле, мы немножко подталкиваем вот даже разработчиков Ага. данного направления. Надо поспешить все-таки с косилками, и будет вам счастье, потому что люди в очередь будут устраиваться. На следующий год мы хотим интегрировать сюда косилку роторную, да, чтобы можно было косить траву, и интегрируем сюда дорожную щетку, чтобы Подметать. да, и мы отдадим на испытание в мэрию, Да. потому что на сегодняшний день что мы видим? Они толкают какой-то мотоблок, там они один толкает, двое запасных людей сзади идут, да, ну, это Или что-то чтобы нереальное. собрать, да, там кучу лопатки, да, идет огромная техника. Да. КАМАЗ и все эти вот Ну, эти. короче, вот эта ниша малой техники, она востребована, Она востребована и она пустая, она пустая. да, и надо ее заполнить просто. Ага. Да. Ну, тут сварочный, все на свете и так далее. Обычное производственное предприятие, где, еще раз говорю, кто-то у вас занимался раньше автосервисом, да, я так понимаю? Потому что, ну, много деталей от жульки, много... Да, ну у меня есть партнер полноценный, Максим Бубенчиков, мой брат, Это он по там по родству. ожидает, да? Или он уехал? Не, он сейчас у стоматолога Ага. лечится. Да, он прямо технарь. 70% решений это здесь егошние. Ага. Да? Он дорабатывал каждый узел, дорабатывал кучу решений, ночами не спал. Да. Мы с ним и вместе сидели, а где я уже перестал понимать. там, Что-либо понимать. Да. Бывают же такие моменты, когда... Да-да. Он просто продолжал прокачивать. Да. Но нам еще, мы занимаемся всего лишь 2 года. Нам тут, чтобы привести Не, ну, в идеал, слушай, наверное, не знаю. сколько За лет. 2 года это, в принципе, нормально. Люди вон десятками лет, скажем так, я помню, Я уже успел постареть и ничего пока не сделал. пока что... Нет, ну у тебя куча всего же, там, Я дорабатываю все. модернизированные УАЗики там и так далее, и так далее. Доработка, скажем так. А с нуля, чтобы разработать, ну, Это да, молодцы. мало кто доходил. Ну, не мы придумали трактор, да? Просто у нас Ну есть да. своя версия, и все. Своя версия, свое видение. Да, свое видение, своя версия. Ну все, пошли тягать, пошли заводить и прочие самые интересные моменты. И только у нас в программе «Испытан на себе» Анатолий Акчак-Кириллин будет испытывать складской погрузчик, ну пока назовем это складской погрузчик, универсальный на самом деле механизированный снаряд, который призван облегчить труд каждого жителя Якутии. Это на холодном. Да, Если только он только заводился, можно его... да. Так, коробка у нас как? Наоборот, да, получается. Коробка наоборот-то. Коробка наоборот, Ага. вместо передней у нас задняя, а все остальные скоростя противоположны. Это как? Тормоз. Газа нету. Тормоз. Газа нету. Он автоматический же. Сцепление тормоз, а двигатель подхватывает автоматически. Настолько быстро, что это дело привычки. А это только два тормоза, да? Нет,
Сцепление и тормоз. А, цепление тормоза. Ну, двигатель сейчас подхватит настолько быстро, что... Надо заметить, что он не тренировался до Да. до съемок. Человек абсолютно в первый раз. С первой секунды сел и поехал. Никакой спецподготовки тут не требуется. Полчаса сноровки, полчаса практики, и вы уже профессионально можете на нем осуществлять работу. Он получается сюда, да? Как назад? Здесь Правильно, должен абсолютно быть правильно. Да. Как я Сразу- догадался. Сразу видно, что технарь. Мы сделали и освещение, Ага. и такое более эстетичное. И есть Так. Сейчас, по-моему, нас на рога поймает. Толя, конечно, очень... Анатолий Анатольевич, прошу прощения. Грамотно управляется с техникой. очень аккуратно. Никаких дерганий не делает, все нормально. Да. И, по-моему, он прицелился сейчас воткнуть прямо виллу в поддон, да? Толя, так? Да, на поддон прицеливает. Ага. Опустил виллу, Да, к да? гидравлике надо чуть привыкнуть. Ага. Она очень такая быстрая. Но при нагрузках, я думаю, он почувствует, что где посильнее надо нажимать, где послабже. Да. Это дело привычки. Давайте туда пройдем. О, Вот то, чего не теперь хватает. я его должен передвинуть. Да, его можно переместить аккуратненько. Ага. Здесь сколько килограмм? Здесь около 200 килограмм. Мы уже предварительно посчитали. 2 центнера ты таскаешь. А? 20 центнера, говорю. 200 килограмм. Гришу не задави. Ну нормально, да, человек в первый раз сел и... Абсолютно. Я даже удивляюсь, как он так аккуратно все делает. Обычно это так не происходит. Прежде чем мы же у нас один в аренде все время работает. Ага. И когда приезжает заказчик, Полдня, ну, на обучение, да? ну, не полдня, но Часа полчаса 3. ему здесь по базе. Гонять? Да, он гоняет здесь песок, не песок, пробует, что прежде чем забрать его. Ага. Да. Мы специально это делаем, чтобы потом не было казусов каких-то там уже на объекте. Но сейчас мы в режиме тест-драйва послушаем его впечатления в режиме погрузчика, потом сменим оборудование, проедем на песочек, Да, получается, да? Ну, Ага. предварительно перед этим можно заехать в прицеп, увидеть, как это все легко и просто. Как с ковшиком. Да, можно Ага. с ковшиком. Ну все. Да. Ну, пока противооткатом служит у нас навесное оборудование. который его упираете в опускал, землю, да. всё, и он никуда не Толя, ну, первое впечатление, еще раз говорю, ты без абсолютно никакой подготовки и так далее, получается, сел за руль Сел и поехал. некого чуда техники, да? Ну, каковы впечатления? Ну, вообще меня удивило вот цепление, да, ременное, Мгм. которое очень плавное. Мгм. Очень мягко. Ага. И вообще техника понятная. Те, кто уже пользовался, да, механической коробкой, там, ну, на автомобилях ездил, Мгм. разве что она перевернутая коробка «Жигулей». Да. Мгм. Ну и все понятно, где уже понимаешь как. Ну и специфика, конечно, вот когда переноровишься уже к гидравлике. Мгм. Ну, она уже быстроватая, можно- да? ну сейчас она быстроватая, Да, для ну, меня как бы. Но это легко исправляется, в Мгм. принципе. Да. Это Исправляется? легко, да, и, конечно, исправляется легко. Ага. Да. Ну, поделись, Поэтому как можно замедлить гидравлику? самый простой способ Ага. удлинить рычаг. Уже мы ее немножко уже удлинили. Да, еще можно удлинять вообще. И, поставить можно еще ниже, и будет плавнее. Ага. Ну или уже Вот. думать по гидравлике, да, Уже, по у на- насосу. уже там. у нас есть решение, мы поставим дроссельную заслонку, Мгм. да, на гидравлику. Да-да-да-да. Ставится на шланг, именно на опускание будет стоять, где подрегулировать, и он, сколько ты не дергай потом рычагом, он будет медленно-медленно И опускаться. вот как у всех, ну, западных, скажем, да, Мгм.
технологии, в техниках обычно стоят просто амортизаторы Мгм. на опускании. Да, да, да. И вот он дает плавный ход, потому что здесь, когда ты открываешь клапан, ну, рычаг, да, Мгм. масло стремится уходить в бак. Да, И чем он быстрее течет туда, тем он резче опускает. да. Поэтому можно просто здесь поставить очень хороший амортизатор, и это будет Более шик и чем блеск. Мы возьмем на Да, вооружение. да, да. Ну, мое первое впечатление вот Ага. такое, да, в Ага. принципе, сел и поехал. Ну, мне, честно говоря, просто не хватало вот газа, да, вот. Мгм. Здесь автоматический газ стоит. Мощи, да? Он не мощи, Ага. просто газа, просто- он просто сам ощущение знает, газа, да? да, Управление ощущение газа. Он, тросом, да? когда нагружается, идет, уже поднимает газ, да, Ага. допустим. А мне хочется, чтобы я еще его подтрунил, да, чтобы он быстрее побежал, когда он идет. Мгм. Ну, чисто мне вот ощущение, пока не хватало газа. А, Ну, не сейчас, знаю, сейчас мы это ощутим там на песке. Да. Да, на самом деле он стоит на малых-малых оборотах. Мгм. Если мы прибавим, он как сумасшедший начнет Да, 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 да. летать. Просто чисто вот Хорошо. ощущение Ну, у нас- того, что я сам не могу его прибавить, вот это вот меня как бы напрягает чуть-чуть. Нас ожидает второй режим Песков, а до этого мы сменим навесное оборудование. Конечно. Ага. Посмотрим, как меняется навесное оборудование, да, Геннадий? Да. И потом попробуем заехать на обычный прицеп. Геннадий сам, наверное, Да. заедет, как человек привычный. Мы с Толей посмотрим, прокомментируем и так далее. И пойдем на пески. И, в принципе, на этом этап испытаний агрегата «Батрак» будет завершен. Мы получим полный спектр ощущений от, еще раз говорю, от ведущего. Человек, заметьте, ни разу до этого не это, просто включил, сел и поехал. И передвинул поддон с 2 центнерами веса. Когда, кстати, поддон поднимал, немножко зад поднимался, да? Да, и, ну, это уже, видимо, достаточно для него нормальный Да, вес. это предельно, Это нормальное 250 явление. предельно, да? Это нормальное 250 явление. он по земле да. переместит, Мгм. да? Ага, А ага. 200 поднимет и в кузов положит. И в кузов положит. Да. Ага. Ну, нормально, Нормально. нормально. Это же, считай, 200... Это сколько мешков с цементом-то? Это... Или сколько человек, да, должны поднять? 200? Да. Трое или четверо, да, должны Да. поднять? Ну все, меняем оборудование, да? Ага, Мгм. хорошо. Что нам для этого нужно? Легким движением руки. Мы убираем 2 пальца, 2 стопорных пальца. Ага. Все, и нам... Которые сидели... все, вот тут да, сидели, которые да? сидели в отверстии. Ага. Ага. Да, обычные отверстия технологические. Мы можем еще фиксировать шплинтом, мы специально для этого просверлили. Но в практике Не этого не выпадает. требуется, да. Если вы в какой-то грязи возитесь и не хотите потерять пальцы, конечно, нужно их стопорить. Ага. Но это редко бывает, чтобы погрузчик где-то в грязи работал. Но я так думаю, его потребуют, когда будут сертифицировать. второй Да, раз, да, да. Мы, конечно, под их Потому- требования тоже да, потому что подстраиваемся. они должны потребовать это дело. Да. У нас рога, значит, еще раздвигаются. Да, у нас Это очень... Да. Мгм, да, любой да, да. практически Да, палет, поддон. не только европалет, под Мгм. любой палет. Можно на нем, я на нем перемещал и бревна, и доски, и помогал в автосервисе ребятам и двигатель какой-то переместить, чтобы они руками там не таскали. Мы тут и мусорный бак туда-сюда перемещаем, да, если он тут мешает, да, мы его на палет ставим и Ага. туда-сюда двигаем. Помогали и ребятам, химикам, тут бочки разгружать с грузовиков. Поэтому он тут на базе здесь работает очень активно. И причем технопарк берет у нас еще в аренду убирать снег с территории. Да. Обычно как это происходило? Где родился, там пригодился, Да, да? да, да. Обычно это как происходило? Нужно выгнать все машины отсюда, Ага. чтобы загнать большую технику, которая тут пошкребет, Да-да-да. покрытие тут покоцает, поцарапает. А тут машину даже убирать не надо, он маневренный, маленький и везде справляется, дорожное покрытие остается. Да, на машина том же. сдвинулась, и он пошел почистил. Да, он пошел Да. почистил. А пока они так стоят, он остальное чистит. Все, окей. Пальцы сняли, дальше? Дальше нам нужно завести, Мгм. ничего руками не делая, завести, подъехать и просто поменять. Сейчас я Ну, это давайте, продемонстрирую. давайте это. Дадим Геннадию возможность. Камера включенная же, да? Камера включенная, отлично. Пальцы. Ага, пальцы на хранение, ответ хранению Анатолия.
А, то есть он выгрузил. Все, понял. Он выгрузил, получается, подъемник. И сейчас этими же пальцами зафиксирует ковшик, получается, да? Опа! И все просто. Сейчас этап заезда туда на этот, да? На прицеп. Сейчас будет заезжать на прицеп. На обычный прицеп, да? Вот сейчас посмотрим, с каким он, с какой нагрузкой он поднимется туда, в Ага. таком ходу. Вот видишь? Он как только почувствовал нагрузку, добавил газу. Угу. Мы можем его фиксировать противооткатами. Это в данном случае у нас являются наши же мини-эстакады. Ставятся сзади и спереди, фиксируются. Ага. И в принципе все, мы можем перевозить его. Можно перевозить уже. Да, Да, можем мы сейчас перевозить. поедем на пески, да? Да, мы сейчас поедем на пески. Да, там разгрузимся и Анатолий попробует потягать песочек. Да? Все, отлично. Было заметно, кстати, то, что под нагрузкой он добавил оборотов, да? Ставим противооткаты. Являются те же самые. Ну, в принципе, сейчас будет цена выгрузки на рабочем пространстве, скажем Да. так, на полигоне, да? На объекте. Да, выгружается так же, да? Да, выгружаешься так же. Да. Все просто. Ну, Геннадий снова садится за руль своего детища, своего, ну, не раба, а помощника, наверное, да? Все-таки раб это такое понятие не очень гуманное. Справится? Нормально? Мы не выключили фары. Но для этого случая у нас есть ручной стартер. Не выключили фары, да? Это на самом деле не проблема, а учитывать надо. Ну, вот так вот Геннадий, руководитель проекта, еще раз выгружает технику. Ага. Ну, алгоритм ты понял, да? Ну, это понятно, ага. Ага. В принципе, он поднял достаточно. Ну это сколько тележек-то таких Да, ручных? да, да. Это считай. 2 тележки. Да. А блок управления гидравликой тебе знаком, да? Знаком. Знаком. Он всем знаком такой вот. Именно вот такая установка. Ага, Ну, алгоритм, распространенная, да? алгоритм понятен, ага. Ага. Ну, прошу за руль, маэстро. Ага. Ну-ка. Все, давайте, Анатолий. Заметьте, первый раз песок буду поднимать. Ну все, запустили Анатолия, и в принципе вот мы за кадром обсуждали вот ваш подъем. Ну говорят, Ага. ну это 2 тележки считай, да, в ковше? Ну да. 2 садовые тележки. Причем мы сделали это за доли секунды, и никто не напрягся, Да. никто не устал. Я параллельно буду
уже скажу, что нужна небольшая сноровка. Сноровка, да. Чтобы набирать полный ковш, а не Ага, половину там, ага. или чуть-чуть. Но для тем не менее, для первого раза это самый раз. То, что нужно. Он полноприводный. Здесь, если кататься по песку, по грязи, ну, ничего не будет, он не застрянет. Надо хорошо постараться, чтобы его посадить на мосты, там, чтобы он конкретно тут сел. Но в то же время он не такой тяжелый, и он выберется. Да, я вот сейчас до этого ковш положил и сразу разгладил, что... Все, да, выглядит, да. И ничего. Чтобы обслужить передние колеса, тоже можно его не домкратить, а ковшом можно совсем Опереть. приподнимать. Как и манипуляторы, да, делают. Поднимает он на высоту чуть более 2 метров. Он, видимо, испытывает сейчас. Да. Но если он в КамАЗ не загрузит, то в Газель, в любые маленькие грузовички он легко это сделает. Только я не рекомендовал бы, конечно, заезжать. Не заезжай! Не-не, Просто опускаю. Двигает ковшом. Гриша. У нас есть освещение в темное время суток работать. Ага. Оно горит и спереди, и сзади, довольно ярко. Все видно. Ковш обзор не закрывает. Ну ты когда не в слезай свои впечатления от режима погрузчика, давай. Вообще, меня удивила легкость, да, его подъема. Там, я думал, он будет перегружаться. В принципе, вес там 2 тележки, Мгм. которые вот когда ты на своем горбу его даже на тележке несешь. Даже на он- колесиках, да. Да, он очень тяжелый. Конечно. Ага. В принципе, то, что он подпрыгивает, это естественные физические явления, да. Ну да. Если мы сделаем еще плавнее, Да. вот тогда это будет вообще идеально. Я проверил его на максимальную высоту. Да. А в принципе, на ровной поверхности это очень нормально. КамАЗ можно, да? Ну, на КамАЗ-то он не положит, а вот чисто вот положить, например, на грузовик какие-то, да, Газели там. да, типа газели. Ну, мало Его, его задача не загружать КамАЗ, Ага. потому что это не его прерогатива, Не я так стоит такой понимаю. задачи. Да, и такой задачи не стоит. Он должен загрузить такие микрогрузовики, прицепы, да, которые садовые, кто-то на УАЗике таскает прицеп, и что-то там передвигать, что-то привезти, увезти, вот для таких целей. И настройки. Вот это вот для строителей это вообще вещь очень такая нужная, да, который будет настройки всегда, он с утра до вечера, для него, вот я даю зуб, что он с утра до вечера будет передвигать все, что там. Да, потому что там настройки всегда есть мусор, во-первых, его где-то куда-то передвигать надо, мелкие шлакоблоки какие-то, да, потом песок для строителей, для бетономешалки подвозить. Тот же цемент. Да, и тот же цемент, откуда вот, где выгрузили. Да даже ту же воду. Да, допустим, и на- вот, на да, телегу с водой Теле- таскать по стройке. это Кстати, милое дело. да, потому что настройки очень тяжело. На сегодняшний день у нас один в аренде работает, и он практически всегда занят. На данное время он работает сейчас в Нижнем Бестяхе на стройке, и он заезжает под дом. Мгм. Они строят там 4- или 5-этажное здание, что-то такое. И вот Между сваями. Да, стоит задача, стоит задача под дом занести песок. И вот они с тележками замучились бегать, приехали у нас, арендовали, и сейчас увеличили объем работ в разы, и никто не замучился. У меня вот вопрос один, да? Из каких соображений обрезаны мосты? Он не поворотливый на родных мостах.
на сильно узких мостах он неустойчив, он падает. Это Ага. оптимальная ширина. Это Отработанная оптимально, на это практике, как-то, а не из головы взята. На. Просто мне вот такое Засело. да? субъективное ощущение, что был бы шире, он был бы как бы, да, Да. когда Поустойчивее. Но он был бы поустойчивее. неповоротливый. На. Очень маленький угол был бы, и пришлось много телодвижений сделать, чтобы Мгм. поворачивать. Ну, Ну, это и- годами наработано. Анатолий, все-таки пожелание, поскольку ты скотовладелец и прочее, да? Геннадий, реально, чем быстрее вы интегрируете, скажем так, сельхоз блоки, да, сельхозмодули, тем, я думаю, у вас на порядок, возможно, вырастет потребление данного продукта. То есть спрос будет гигантский, потому что, еще раз, вот сами сказали, ниша, она пустая, да? Да, То вот, допустим, он полноприводный. Его можно колеса расширить. Я так понимаю, что никакой трудности там нет. Мы да? же двухскатники ставим. Да, Ну, вот мы двухскатники, да. Роторная косилка Ага, и вперед. Потому что она легкая, во-первых. ага. Косилку осилит. А синтай уже тяжеловат возле воды. Он всегда Садится. его садят. А вот если он будет с двойными скатами Мгм. и Он с не косилкой, это и причем двигатель, да? Двигатель, так скажем, он легко заменяемый. Мгм. Его просто 4 болта как открутил, расходник, да, да. как расходник. Да, он модульный, да. Да, модульный. Это для сельхозработника это вообще идеальное, да, потому что один на ремонт сдал, другой поставил, поехал работать Да. сразу. Или с собой в поле взял Да, запасной. вот Синтай, как она не хороша не была, такой этой нету функции. Мгм. Он сломался, все, ты его идешь делать, все, работа стоит. Мгм. А тут получается модульная, да. Двигатель ты в запасе держишь, он, благо, не очень дорогой. Мгм. И просто у меня мечта, да, вот такие двигатели вот модульные ставить на косилку, там куда-то вот переставлял и, Да? Универсальность. да. ага, Мгм. вот такие Ну, дела. Анатолий готов, скажем, еще раз говорю, как скотовладелец, на испытание следующем взять году, да. сельхозмодуль, который, я без всяких сомнений, вы за зиму справитесь с интеграцией, с применением на этом Мгм. замечательном чуде техники, да? И с вашего позволения мы прямо записываемся на тест-драйв. И это будет интересно очень многим, на самом деле. Как справиться там с болотистой местностью там, и так далее, и так далее. Да. В принципе, можем отработать какой-то медиа-вещь, потому что мы работаем не для людей. Мы не для Геннадия Бубенчикова, да, который производит. А еще раз говорю, вообще это, если исключить Сокола и прочую малую технику, это, наверное, ну, был Сахабас Такамасыната, да, то есть неринги собирались в Hyundai, когда Hyundai был менее, скажем так, понтовый, да. Есть вот Сокол, сборка здешняя, да, и с нуля разработанная здесь, понятно, что модули и так далее. Да, сборка это совсем другое, да. Да. А то, что производится здесь с нуля, С нуля. это уже, да. Это уже да. То есть мы, в принципе, можем говорить, что это пусть легкое, но машиностроение какое-то определенной мере. Да? Поэтому дальнейших успехов, еще раз говорю, Спасибо. большой акцент в сторону сельхозпроизводителей будет вам счастье, потому что УК и так далее понятно, Ага. но и они все расположены в городах, они все расположены, и у них специфика одна. Понятно, что вот ваше существующее навесное оборудование, оно заточено под УК, под стройку, да. Мгм. Но как только появятся сельхозмодули, да, навесное оборудование, Мгм. это будет бомба, да. Более чем уверен, и я еще раз благодарю нашего испытателя Анатолия Кириллина, Акачака, Всегда который готов. согласился, да, он в цикле наших передач участвует, согласился испытать вот такой замечательный продукт местного технопарка под названием Батрак. И пусть побольше людей, скажет, получит помощь вот данное устройство, с которым Анатолий без никакой подготовки, без ничего справился сразу. То есть сел, поехал, погрузил 200 килограмм. Эта программа испытана на себе. С вами был Дмитрий Аргунов, Анатолий Кириллин и Геннадий Бубенчиков и его команда. Спасибо вам. Да. Увидимся в следующих выпусках, если вам интересно, конечно. Пока-пока. Испытано на себе.